Қайырлы күн, құрметті теледидар көрермендері. Студияда Айнагүл Сәрсенбайқызы. Бүгінгі бағдарламамыз педагогикалық диалог. Бүгінгі қонақтармен таныс болайық. Дашимова Дарья Салаватовна, заместитель директора школы-гимназии номер 35, учитель математики, преподаватель основы предпринимательства и бизнеса, финансовой грамотности, ораторского мастерства, основатель республиканской школы личностного роста To BitSpace Education, директор по развитию и ментор международной компании BitSpace, ментор клуба юных предпринимателей Second Line, золотой призер лыжных гонок среди учителей Павлодарской области, научный руководитель IT-технологий. Елемес Сланбек, Қайнар білім беру және бос уақытты қамту кешенінің пікір сайыс клубының жетекшісі, Достық кубогының жеңімпазы Астана қаласы, Жазғы дебат академиясының жеңімпазы Астана қаласы, Қос аңыз жеңімпазы Астана қаласы, Мәңгілік ел жеңімпазы Астана қаласы, алғашқы онлайн турнир 2020 жыл, Ақиқат куб 2018-19-21 жылдар Павлодар қаласы, Виак куб 2-ші орын жүлдегері, Еркін ұрпақ жүлдегері Семей қаласы 2021 жыл. Құрметті қонақтар, студияға қош келдіңіздер. Дарья Салаватовна, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается создание клуба предпринимателей среди школьников? Цель, задачи, сколько детей у вас занимаются на данный момент? Получается, что при нашей школе, гимназии номер 35 города Экибастуза, создан с 1 сентября клуб юных предпринимателей из учащихся 10-11 классов. В 2019 году вышел предмет в Республике Казахстан «Основы предпринимательства и бизнеса». Так как в основном все изучается в теории, я посчитала важным, что ребятам необходимо также проходить все в практике, изучать все в практике. Цель моя как учителя – это выявить молодежь, такую активную, проактивную, которые хотят развиваться, лидеров, для того, чтобы развивать у них прагматичное мышление. С целью именно 3 важных направлений. Первое – это в первую очередь, конечно же, это здоровый образ жизни. Второе – это патриотизм. И третье – это финансовая грамотность. А предмет «Основы предпринимательства бизнеса» он включает все эти аспекты в свой учебник. И этот учебник был написан очень известным предпринимателем, писателем Ермеком Дүйсенхановым. Мы недавно в нашей школе сделали встречу с ним в онлайн-зум-конференции, где Ермек Дүйсенханов рассказал нашим ребятам из клуба предпринимателей, с чего начинается предпринимательская деятельность, как развивать ее, какие для этого нужны навыки. И что именно предприниматели в жизни сталкиваются с очень серьезными проблемами и вопросами. Но наша цель педагогов – научить детей справляться с этими трудностями. Потому что сегодня век цифровых технологий, век IT-технологий. И каждый ребенок, он постоянно ищет что-то новое для себя. Почему детям в школе неинтересно учиться? Потому что помимо ребенка должен развиваться сам и педагог. Педагог должен находиться в курсе всех событий, которые происходят в стране и мире, изучать новые платформы, которые Министерство образования спускает дальше в школьную сферу. И, соответственно, эти навыки, они также нужны самим учителям. Если учитель развивается вместе с детьми и изучает все новые технологии, которые приходят к нам уже именно с новым временем, то ребенку интересно. В нашем клубе 17 включенных ребят, которые занимаются предпринимательской деятельностью, как и традиционного формата, так и IT-технологий. В целом в школе проходит обучение 85 учащихся. Помимо этого, являюсь также руководителем проекта «Бейік талғамды ұрпақ» в нашем городе. Именно в нашей школе проходит пилотный режим. Основатель этого проекта, получается, инновационный центр города Павлодар по программе «Рухани жаңғыру». Идет направление аспекта финансовой грамотности, здорового образа жизни,
и, самое главное, патриотической части, чтобы дети наши понимали, что которые вот в нашей стране создаются новые перемены, что их нужно развивать с целью патриотизма, чтобы ребенок понимал, что он делает это не только для себя, он делает это для своей страны, для развития своего государства. И на съезде, когда мы были в городе Нур-Султан с Кулебаевым Тимуром Аскаровичем, он нам сказал, что даже если 20% учащихся со всей страны начнут заниматься предпринимательской деятельностью, это приведет к тому, что создадутся новые места рабочие. А новые места рабочие, соответственно, это уже безработица постепенно будет уходить. И это самая главная цель. А как детям выйти на тот уровень, чтобы создавать те же рабочие места, открывать бизнес-проекты? Их нужно прокачивать, их нужно обучать. И помимо учащихся, сейчас крайне необходимо заниматься прокачиванием еще и учителей в первую очередь. Потому что между звеном проектного офиса при Палате предпринимателей Атамикен и учащихся, между ними звено учителей. И программы, которые они делают для нас, педагогов, очень замечательные, очень классные платформы. Только надо научить еще пользоваться этими платформами самих учителей. Как только учителя эту сферу полностью пропустят через себя, только тогда они смогут перенести это учащимся. Так как до внедрения предмета я сама 5 лет была коучером, ментором, тренером и до сих пор по сей день являюсь по Казахстану, обучаю детей навыкам личностного роста. И понимаю, что в первую очередь нужно не только детям именно навыки, soft skills, гибкие навыки, но и самим взрослым людям. Так как страна наша находится сейчас на том уровне, когда уже ворвалась новая технология. И, соответственно, взрослому поколению очень сложно адаптироваться к новшествам, а детям намного проще. И дети, они быстрее понимают все это, и нужна двухсторонняя помощь обязательно, что взрослому, что и ребенку. Для этого создан клуб именно юных предпринимателей, чтобы эти ребята помогали не только своим сверстникам, но и также взрослому поколению. То есть сейчас очень важно учиться, и учиться не обязательно у тех людей, кто старше. Можно учиться и у подрастающего поколения. В 2021-2022 учебном году, в зависимости от готовности школ, за счет часов вариативного компонента можно выбрать курс «Глобальные компетенции» и проводить другие элективные курсы. Данный курс может помочь в формировании у обучающихся навыкам 21 века. Дорогие друзья, давайте посмотрим, какие глобальные компетенции, курсы можно внедрить. Курс «Глобальные компетенции» включает 5 класс «Добропорядочность и этика», 6 класс «Экология», 7 класс «Эмоциональный интеллект и критическое мышление», 8 класс «Медиаграмотность», 9 класс «Светскость и основы религоведения», 10-11 классы «Основы предпринимательства и бизнеса». Дарья Салаватовна, сейчас, наверное, многие подписчики, многие зрители, которые видят эту программу, зададут вопрос или напишут в комментариях о том, что как к вам, как в клуб можно попасть, нужно записаться, что нужно сделать для того, чтобы попасть к вам. Для этого, конечно, есть несколько вариантов, как попасть в наш клуб юных предпринимателей. Первый вариант – это, конечно, допустим, если мы с вами создадим общий проект внедрения именно прагматичного образа жизни в город Экибастуз для юных молодых ребят, юношей и девушек. Как мы это делаем? Мы в каждой школе выявляем сначала включенных педагогов, которые заинтересованы в развитии своих учащихся. Этих учителей по определенной стратегии мы должны с вами подготовить. Для них я проведу тренинг, может не один, по программе полностью личностный рост, эмоциональный интеллект, получается, как это все внедрять в школу. После того, как мы уже обучаем педагогов, эти педагоги начинают внедрять в своих школах и принимают марафон, который я запустила в своих школах. Соответственно, конечно же, мы делаем мониторинг, помогаем, но не в целях проверки
Потому что слово проверка, она как бы уже напрягает всех учителей в плане того, что всегда проверяющих много. Нужно давать методическую помощь, именно информационно-методологическое развитие учителей крайне необходимо. И только тогда учитель идет на развитие, на самообразование. А когда подходить с целью проверки, то педагогу уже как бы у него присутствует страх. И он думает, все можно для галочки сделать, лишь бы от меня отвязались. А я не принимаю в свой клуб таких людей, которые делают все для галочки. То есть, если человек пришел в наш клуб, он приходит со своей идеей, а мы эту идею помогаем развивать. То есть мы направляем, с нужными людьми делаем, встречи организовываем. И, соответственно, этому учителю мы делаем всю помощь полностью для того, чтобы он развивался. Второй вариант, как вступить в наш клуб, может даже для своего развития, может вступить как ребенок, так и взрослый человек. Потому что у меня ТО, школа личностного роста, BitSpace Education, где я работаю как и с детьми, так и со взрослыми людьми. Потому что взрослые люди не меньше нуждаются именно в поддержке развития своего эмоционального интеллекта, своих навыков soft skills. И, соответственно, если это ребенок, то родитель пишет заявление официально на имя директора ТО, что я хочу зачислить своего ребенка на курсы личностного роста BitSpace Education. Если взрослый человек, он без заявления сам приходит, получается, адрес берет, приходит, записывается и обучается. Плюс ко всему, когда взрослый человек учится, он 2 месяца учится, 3-й месяц он начинает в практике себя апробировать. То есть у нас обучение в практической деятельности. Вся моя алгоритмика именно в работе чисто через практику, потому что теории уже хватает достаточно. Когда человек обучается напрямую через практику, применяя теорию, то обучение меньше времени, получается, принимает, но зато качество получается сильнее намного. И остается это в голове на долгие года. Плюс в нашей школе личностного роста основным направлением является навыки ораторского мастерства, то есть обучение спикерству, обучение, как стать коучем, как стать ментором. Эти направления очень разные. Ментор – это наставник, а коуч – это тренер, бизнес-тренер, который может работать на целевую аудиторию там, от 100 человек до 1 миллиона. И, соответственно, если мы сейчас научим своих детей грамотно говорить, грамотно выходить на сцену, грамотно выступать на телевидении, и ребенок просто перестанет бояться, у него уйдут все страхи. Дети элементарно даже на экзаменах боятся открыть рот, потому что эти навыки не развиты. А сейчас век цифровых технологий. 90%, даже можно сказать 99% учащихся сейчас детей, они полностью ушли в цифровой мир. Соответственно, навыки ораторского мастерства у них находятся на низком уровне. Их надо развивать. Спасибо большое, Дарья Салаватовна. Елемес, жаңа айтып жатыр, балалардың ораторлық қабілетін дамыту керек. Сіз қазір осы бағытта жұмыс істеп жатсыз ғой? Тек қана ол емес. Тек қана ол емес. Яғни жалпы айтып өтсеңіз сіздің жұмысыңызды, сізде де оқушылар бар ғой? Иә. Біріншіден шақырғаныңызға рахмет. Біз Қайнар кешенде пікірсайыс үйірмесі сол жерде ашылғанбыз. Біздің мақсатымыз қазіргі жастардың арасында пікірсайыстың қозғалысы қазір дамып жатыр, соған үлес қосу. Білім министрінің өзі қазір соған көбірек қолдаулар көрсетіп жатыр. Сол себепті біздегі жалпы пікірсайыстың беретін артықшылықтары, жаңа айтып жатқан ораторлық қабілеттер, сыни ойлау, аналитикалық ойлаулар көбірек дамиды. Сол себепті біз егер де осы дебат қозғалысын көбірек дамытатын болсақ, одан түсетін оқушыларға келетін пайдалар ол өте орасан зор. Кезінде дебаттық клубтар, осы пікір алаңы деп жатырсыз, иә? Көп болды ғой кезінде. Сосын одан кейін 1-2 жыл жұмыс істеп бәсеңдеген сияқты. Қазір қайтадан қолға алынып жатыр. Солай ма? Негізі, иә, бірақ студенттік деңгейде, именно жоғарғы оқу орындарының арасында ол өте қатты дамыған. Ал мектептік лигаларда кейінгі жылдары көбірек акценттер қойылып жатыр. Ол өте қатты қуантады негізі. Осы тенденция. Жалпы
тақырыптарды қайдан аласыздар? Өздеріңіз ойлап табасыздар ма? Әлде оқушылар сіздерге өздерінің ұсыныстарын бере ме? Әлде жоқ, белгілі бір жоспар бар ма? Барлығы деп айтсақ болады. Негізі кез келген қарар таңдаған кезде екі мақсат болады. Ол біріншісі баланс, то есть екі жаққа да белгілі бір бірдей аргументтер, негіздер болу керек. Ал егерде және де тағы да ол кеңейту. Егерде БП формат деген бар, британдық парламенттік формат, 4 команда ойнайды. Ол кезде белгілі бір жабушы үстелдерде де бір үлесімді аргументтер саны көп болу керек. Осы екі критерийлер бойынша қарарлар қарастырылады. Және де студенттер, оқушылардың өздерінің қалаулары болса, ол міндетті түрде, себебі көбінесе мен өзім дайындығымда жаңағы оқуға байланысты, білімге байланысты көбірек түсіндіруге тырысамын. Мысалы, gap year деген бар, ол оқу бітіргеннен кейін 1 жыл демалыс алады. Сол 1 жыл демалысты қаншалықты қажеттілігі бар, оқушылар дәлелдей бастайды. Ол 1 жылдың ішінде ол өзінің мамандығын анықтай алады. Қысымнан кетеді, мысалы, ұбт-ның кезіндегі болатын давлениялардан ол алыстайды, сол себепті көбірек пайдалы деп санайды. Қарсыластары керісінше позиция айтады. Ол осы оқушыларға осы өздерінің өмірлеріне осы ситуацияны анализировать етеді. Ол сол себепті пайдалы деп ойлаймын. Бірақ тек қана ол емес, саяси, спорт, әртүрлі салалардан бар. Көтере бересіз. Елмес жаңа жақсы айтып жатсыз. Сізге де дәл сондай сұрақ Дария Салаватовнаға қойғандай, көп ата-аналар қағаз жазуы да мүмкін, ал сіздің клубқа қалай келуге болады? Қабылдайсыз ба жалпы балаларды? Әрине, ол менің ойымша осындай пайдалы нәрсе болатын болса, ол балаларға міндетті түрде өте қолжетімді болу керек. Әрбір мектептерде қазір осы Екібастұздың почти барлық мектептерінде осы дебат үйірмелері бар. Олар біріншіден сол үйірмеге тіркеле алады. Егерде ары қаратай өзінің қабілеттерін дамытамын десе, бізге қайнарға келсе болады, мен міндетті түрде қабылдаймын. Әрине, енді бәлкім балалар санына байланысты белгілі бір уақыт өте келе шектеулер болатын шығар, бірақ дегенмен де көп форматтар бар. Қазір Zoom бар, мысалға біз ауыл мектептерімен Zoom-мен пландап жатырмыз, бірақ қазір бізде турнир өтіп жатқандықтан, облысқа дайындалып жатқандықтан бізде басқа ауыл мектептеріне деген былай внимание қазірге жеткіліксіз деп отыр, бірақ алдақтан да ол міндетті түрде қолға алынады. Негізгі критерийлер балаларды алуға ол 7-ші класстан жоғары болғаны, 7-8 маңызды. Өйткені осы жасында кішкене өмірлік нелері болады. Ой, пікірлерін айта алады дейсіз ғой. Дәл солай. Сол себепті өте менің ойымша балаларға осында келу, тіркелу, ол міндетті түрде мен әрдайым есігім ашық деп айтамын. Рахмет үлкен. Дарья Салаватовна, такой вопрос к вам. Так как вы работаете на данный момент с детьми, естественно, да, не со взрослыми, больше акцент к детям. Сейчас темы бизнеса у детей, интерес в какую сторону, по статистике? Если брать 2019 год, когда предмет только ввелся, дети были заинтересованы открытием магазинов, допустим, различных продажных этих именно сервисов, аксессуаров, то на сегодняшний день, так как мы находимся именно в пандемии, ситуация такая, что выходить из дома очень сложно, сейчас молодежь переключилась на онлайн бизнес. Это получается создание IT-платформ, которые позволяют как зарабатывать, так и обучать, допустим, как зарабатывать, так и продавать. То есть в основном сейчас молодежь делает акцент 90% на IT-технологии. И это, с одной стороны, радует, так как именно мы находимся в программе «Цифровой Казахстан» Рухани Жаңғыру. Сейчас дети как бы самостоятельно вышли на этот уровень. Пандемия повлияла. С другой стороны, нельзя забрасывать и традиционные направления. Мы должны что-то создавать своими руками, то, чего нету, допустим, в нашем регионе. И вот дети получили задание до Нового года создать бизнес-проекты, связанные, допустим, именно с сельским хозяйством, какой-нибудь проект. Либо, допустим, фармацевтика, либо, допустим, это какой-нибудь салон, либо, допустим, это какой-нибудь завод по созданию экологичных посуд, допустим. Сейчас вы знаете, что проблема экологии также в этих пакетах целлофанах, которые полиэтиленовые, борьба с ними очень серьезно идет, и в каком-то году хотят их уже полностью отменить. Соответственно, рынок уже будет освобождаться именно в этой части. Люди должны предлагать, что тогда взамен.
И, соответственно, будут приниматься уникальные продукты, те, которые заменят эти полиэтиленовые пакеты. Это тоже как бы пища для задумки молодежи. И я своим ребятам предлагаю так делать. Традиционный бизнес и IT-технологии синхронизировать в одну систему, в единой платформе для того, чтобы обезопасить выход на улицу, допустим. Но у нас в практике один мой ученик, он сделал игровую платформу «Игра шашки». При этой игре шашки, это же интеллектуальная все равно игра, дети играют, и они начинают зарабатывать через шашки игры. Соответственно, детям уже нравится. Почему? Мы делаем монетизацию этой игры, и сама игра, она сначала не была популярной, но в любом бизнесе есть всегда, в любом стартапе есть всегда как бы и рост, и падение. Но на сегодняшний день у этого ребенка уже более 7 тысяч пользователей игры по всему Казахстану. И даже с Италии есть люди, которые играют в его игру из других стран. У нас дети очень умные, очень образованные, толковые. Просто нужно им дать эту идею. И в процентном соотношении, если брать по статистике, 90% они интересуются IT-технологиями. Ну, вообще, в целом, я хочу, конечно же, помочь молодому поколению. Вот моя миссия как учителя, так как я являюсь не только учителем, я являюсь сама предпринимателем. И, как сказала Ахметова Айгуль Сапаргалиевна, советник Кулебаева Тимура Аскаровича, что на сегодняшний день современный педагог, он должен соответствовать стандартам своего предмета. Если я веду, допустим, основы предпринимательства бизнеса, я должна быть и предпринимателем. Почему? Потому что когда я в практике сама прохожу как учитель, мне легче донести это до детей. И, конечно, мне было тоже нелегко открывать ТО, создавать школу, допустим. У меня тоже были свои трудности. Но, соответственно, пройдя через эти трудности, я уже могу сказать ребятам, что вот здесь вы лучше вот так сделайте, а здесь лучше вот так сделайте. И клуб юных предпринимателей – это будет такое мощное сообщество, которое будет именно предупреждать риски. Понимаете, да? Когда идет стартап одного человека, и один парень, ученик, допустим, хочет открыть свой стартап, и будет это делать один, допустим, в паре, он может допустить очень много ошибок. Либо этот стартап закроется, либо этот стартап прорвется. Но 90% они закрываются. Почему? Потому что не хватает навыков. А клуб, он позволит делать внутри, допустим, совет, совещание, где этот стартап обсуждается уже 17 членов клуба. Вам огромное спасибо за то, что пригласили, то, что вот мне очень отрадно, что Кайнар, наш досуговый центр, заинтересован в развитии молодежи. И несмотря на то, что Экибастуз маленький город, что у нас есть такой мощный центр развития, где мы можем дать нашей молодежи все направления, какие у нас есть. Спасибо большое. Рахмет үлкен. Сізге де үлкен рахмет, құрметті қонақтар, келгендеріңіз үшін. Құрметті достар, егер қызығушылық білдірсеңіздер, комментарияларға жазып кетсеңіздер де мархабат. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын.